избиратель должен знать. Презентацию проводит избирательная комиссия Республики Коми. И нам очень важно, что сегодня в этом зале присутствуют представители педагогического сообщества, учителя истории, обществознания, учителя русского языка и литературы, библиотекари, и к нам подключаются представители нашего сообщества из всех муниципальных образований. Мы ведем, уважаемые коллеги, прямую онлайн-трансляцию данной презентации. Следует отметить, что разработка подобных уроков, которые представлены в пособии, конечно, крайне важна для педагогического сообщества нашей республики. И я хочу представить, конечно же, председателя избирательной комиссии Республики Коми Дмитрия Ильича Митюшова. Дмитрий Ильич вместе с нами. Поприветствуем коллеги, конечно. Главного специалиста, эксперта аппарата избирательной комиссии Республики Коми Ольгу Викторовну Егорову. А вести нашу презентацию будет консультант аппарата избирательной комиссии Республики Коми Ольга Николаевна Кирушева. Уважаемые коллеги, я благодарю Дмитрия Ильича за возможность провести презентацию в Коми-Республиканском институте развития образования. Нам очень важно, что профессиональное сообщество именно вместе с нашим институтом и с избирательной комиссией сегодня погрузится в содержание такого уникального пособия, которое сегодня будет нам представлено. Коллеги, я передаю слово. Андрей, наверное, микрофон вам. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Вот сейчас Ольга Николаевна начнет экскурс в наш урок, а потом мы уже продолжим. Коллеги, удачной работы. Добрый день, уважаемые гости, те, кто сегодня с нами здесь в зале Крило ИПК, те, кто смотрит нас онлайн в прямом эфире. Мы очень рады, что вы к нам сегодня сюда пришли, что вы нашли время, и вдвойне рады, что у вас есть интерес к избирательному праву. Я еще немножко отвлекусь от сценария. Я хочу представить вам еще одного человека с избирательной комиссии Республики Коми, который сегодня здесь, руководитель аппарата избирательной комиссии Республики Коми Наталья Евгеньевна Макарова. Тоже с нами. И не побоюсь сказать, что мы с вами все коллеги, потому что мы являемся и педагогами, и Дмитрий Ильич Митюшев преподает, я педагог по образованию, и вообще мы очень много работаем для подрастающего поколения, для молодых избирателей. И, наверное, начнем презентацию нашего нового издания. Одно из направлений деятельности избирательной комиссии – повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. И ни для кого не секрет, особое место в этом занимает работа именно с молодежью. Молодое поколение должно знать свои права, должно знать, как быть активными в общественно-политической жизни. И давать такие знания, конечно же, нужно со школы. И вот именно для этого, именно поэтому избирательная комиссия Республики Коми разработала методическое пособие. Но так как большая часть, наверное, педагогов здесь историки, педагоги истории, преподаватели и обществознания, мы немножко с вами окунемся и в историю. Итак, в 2008 году избирательная комиссия Республики Коми выпустила методическое пособие для старшеклассников, будущий избиратель должен знать. Издание включало в себя брошюру с конспектом урока, дополнительные материалы, словарь, на DVD-диске были презентационные материалы, также были выпущены опорные карточки и печатный иллюстрированный материал. Материал был апробирован в 8 школах города Сыктывкара. Всего было дано 14 уроков среди учащихся 9-11 классов. Консультативно-методическую помощь нам оказала Лидия Сергеевна Боровинская, профессор кафедры управления и общественных дисциплин Коми-Республиканского института развития образования и переподготовки кадров. Язык разработки был доступен каждому, издана определенная избыточность текста для того, чтобы можно было варьировать урок, то есть сделать его посложнее, попроще, смотря для какого класса, для какого уровня ребят мы его преподаем. После всех необходимых процедур этот урок, это методическое пособие было рекомендовано Министерством образования Республики Коми для использования в образовательных учреждениях.
Ну и традиционно после проведения презентации данного издания оно разошлось по районам и городам и активно использовалось до сих пор в образовательных учреждениях, в библиотеках Республики Коми. Активно использовались и слайды для оформления уголков. В 2014 году избирательная комиссия Республики Коми выпустила в свет программу элективного курса «Избирательное право и избирательный процесс» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего, среднего профессионального образования в Республике Коми. Элективный курс состоит из 8 уроков, приложений к ним, в том числе презентационных материалов в программе PowerPoint. Содержит национально-региональный компонент. В комплект традиционно вошло печатное издание, а также опорные карточки и DVD-диск, на котором был собран тоже богатый материал. Отмечу, что данная программа – это не просто разбивка на часы и уроки, но и богатый информационный материал, который включает в себя в том числе и историю выборов на территории современной Республики Коми и России, а также новеллы избирательного законодательства, разработки деловых игр, примерные вопросы и многое-многое другое. Но, как известно, избирательное законодательство у нас меняется, совершенствуется. И, как вы помните из нашего разговора, первое издание наше для учителей, для учеников мы выпустили в 2008 году. И вот в этом году, в 2019, спустя 11 лет, мы выпустили новое издание. Новое издание урока «Будущий избиратель должен знать». И слово я передаю Дмитрию Ильичу Дюшеву, председателю избирательной комиссии Республики Коми. С микрофоном. Ну, еще раз добрый день и коллегам, которые находятся в студиях и не могут присутствовать по уважительным причинам в городе Сыктывкаре. Мы очень рады, что для всех это представляет интерес, наша разработка. Выражаем благодарность тем, кто вот все эти годы с момента, когда впервые был издан урок, до настоящего времени использовали в преподавании, в обучении нашей молодежи. Надеемся, что урок, который мы презентуем сейчас, точно так же активно будет использоваться в образовательном процессе. Мы все с вами понимаем, что, к сожалению, в школе недостаточно много внимания уделяется изучению именно такого блока, да, как конституционные права человека и гражданина. А наши дети, видимо, нуждаются в более широком освещении именно этих вопросов. Они должны понимать, какие права им принадлежат, как их защищать и как их реализовывать. А безусловно, избирательное право не должно превалировать над всеми остальными конституционными правами. Но, тем не менее, и избирательному праву, на наш взгляд, необходимо уделять внимание при преподавании таких дисциплин, как обществознание. Ну и было бы очень хорошо, чтобы и факультативно обучающиеся знакомились с соответствующим материалом. Ну, надеемся, что наш урок будет полезен в вашей деятельности. Всегда, безусловно, ждем от вас откликов, ну и готовы сотрудничать по направлению разработки каких-либо новых методических пособий, новых уроков. И были бы очень рады, если бы вы присоединились к нашей работе. То есть ваше мнение для нас очень важно. А в конечном итоге мы работаем вместе, мы работаем для одной цели, для того, чтобы подрастающее поколение действительно знало, ценило свои права и умело их эффективно реализовывать. Ну вот, наверное, коротко об этом я скажу. Ну, еще где можно получить, ознакомиться с соответствующими учебными материалами. В библиотечную систему будет передано необходимое количество экземпляров, то есть они будут во всех районных библиотеках, Национальной библиотеке Республики Коми. Кроме того, определенное количество тиража мы передаем в территориальные избирательные комиссии на местах. Да, то есть любой из заинтересующихся данным вопросом педагог может обратиться в территориальную избирательную комиссию города, района, где соответствующие материалы будут предоставлены. Не буду предварять описание нашего урока и принципиальное отличие от того, что было. Ну, это вот как раз Ольга Николаевна продолжит. Ну и кроме того, на что хотел бы обратить внимание, все материалы, все учебные обучающие материалы, кроме вот бумажного вида, незамедлительно размещаются на официальном сайте избирательной комиссии Республики Коми в любом удобном формате. То есть, обращаясь к нашему сайту, заходя на раздел обучения, вы можете в режиме онлайн следить за нашей издательской деятельностью, за теми разработками, которые мы осуществляем в области вот как раз и преподавания, в том числе избирательного права. Причем информация там достаточно актуальна, мы не замораживаемся, мы постоянно обновляем материал и идем вслед за изменяющимся законодательством. Спасибо. Ольга Николаевна.
И, наверное, мы тогда предлагаю познакомиться с новым нашим изданием. Итак, те, кто у нас за столами сидят, это не такой комплектик лежит, на столе можете посмотреть. Наше издание традиционно уже состоит из печатной брошюры. Кроме того, здесь есть опорные карточки, которые очень удобно использовать педагогам, на наш взгляд, и по отзывам самим педагогов. То есть здесь удобно написать что-то, и с ребятами играть не лично, допустим, они всегда были в помощь. Кроме того, в нашем издании есть диск. Сейчас мы с вами поподробнее разберем содержание данного печатного издания. Что касается новшества, то это, конечно, как сказал Дмитрий Ильич, переработанный материал с учетом изменений избирательного законодательства, и он напечатан крупным шрифтом. Если вы откроете, вы все это увидите. Итак, содержание. Конспект урока. Это само собой, да, то есть можно его открывать, ознакомиться и прямо по уроку, прямо по конспекту урока проводить урок. Можно его моделировать на свое усмотрение, то есть как вам больше нравится. Кроме конспекта урока, в печатной брошюре содержится приложение. Это дополнительные материалы по вопросам избирательного права, вопросы к закрепляющей и обобщающей части уроков, варианты аргументов за и против выборов, примеры вопросов Олимпиады по вопросам избирательного права, наименование региональных отделений политических партий в Республике Коми. Все это есть. Кроме того, презентация к самому уроку в формате PowerPoint находится на DVD-диске. Кроме урока по избирательному праву, в печатном издании находится содержание интерактивной лекции «Голос партий». Там есть напечатан сценарий, а также формы документов, презентация, что такое партии, и словарь терминов и понятий. Хочу сказать пару слов об этой лекции, что это такое. Интерактивную лекцию «Голос партий» впервые избирательная комиссия Республики Коми провела в 2008 году. Тогда на ней было более 100 человек, было очень интересно, весело, активно, живо, громко. И с тех пор мы каждый год, мы, а также территориальная избирательная комиссия, проводят эту деловую игру. Ее очень легко адаптировать, потому что проводили мы ее как для ребят 5 класса, 9, студентов и старшеклассников. Как адаптировать, я думаю, тут педагоги сами знают, сами подстроятся под целевую аудиторию, но избыточность текста также она дана в содержании. И как приложение к голосу партии на диске находится презентация, что такое партия. То есть тоже интересная, актуальная, ее можно использовать и как приложение к игре, и как самостоятельный урок. На DVD-диске у нас находится презентации к урокам и лекциям, а также видеоролики избирательной комиссии на разные темы. Это и виды выборов, активное избирательное право, система комиссии, подсчет голосов, наблюдатели, голосование вне помещения для голосования и другое. Их тоже можно использовать в вашей работе. Мы надеемся, что все это, конечно, пригодится. Что касается использования самого методического пособия, мы уже говорили о том, что его можно использовать как самостоятельный урок. Его можно использовать как внеклассное мероприятие, особенно это касается классных руководителей, а также как часть образовательной программы. Что касается где взять, мы уже говорили о том, что это библиотеки, это территориальная избирательная комиссия, а также сайт избирательной комиссии Республики Коми. Сайт избирательной комиссии komi.избирком.ру, раздел «Обучение» и учебные материалы. Здесь у нас размещены все наши материалы, и красным со словом «новое» отмечены новинки. То есть заходите, скачиваете сразу полностью весь комплект, и содержание, и презентация. Очень удобно с этим работать. Сейчас, пользуясь случаем, я хочу еще представить печатное издание избирательной комиссии Республики Коми. В 2009 году мы начали реализацию масштабного проекта по изучению истории выборов. Богатый архивный материал, фотодокументы, базы исследований. Все это у нас оформляется в печатные электронные материалы. И хочу вам показать наши издания исторической серии. Вот у нас есть 3 таких издания по учителям истории. Я думаю, вам тоже будет это интересно, потому что издания все красочные, яркие. Кроме всего, здесь находятся документы аутентичные в том виде, в котором они находятся в архиве Республики Коми.
Здесь здесь расположены и материалы интересные, основанные на фактах по истории выборов, а также яркие иллюстрированные материалы. У нас есть издание по истории выборов в Республике Коми в 1905-17 году, автор Алексей Михайлович Рогачев, а также издание «Выборы в Республике Коми 1737 год», авторы Алексей Михайлович Рогачев, Леонид Аркадьевич Кизюров и Ольга Николаевна Кирушева. А также еще одно издание, тоже довольно интересное, это сборник исследовательских работ и документов. Это исследования, которые предоставили нам юные ребята, юные исследователи своего края в рамках конференции «Отечество, земля, Коми», а также других конференций и конкурсов, которые проводим в том числе и избирательная комиссия, и при нашей поддержке и нашей помощи. Поэтому вот у нас такой богатый уже арсенал именно исторических изданий. Что касается современного законодательства, совсем недавно, буквально месяц назад, у Дмитрия Ильича Утешева вышло учебное пособие новое «Избирательное право и избирательный процесс». Со всеми изданиями можно ознакомиться и в библиотеках, и на нашем сайте. Вот так кратко мы познакомили вас с нашими изданиями, с нашим новым изданием, а также с тем, что у нас было выпущено до этого. Предлагаем задать интересующие вас вопросы. Может быть, есть какие-то пожелания, высказать свое мнение, предложить какое-то сотрудничество или, может быть, нам идеи для нашей дальнейшей работы. Будем очень благодарны. Еще одну информацию. Да? Во-первых, хотелось сказать огромное спасибо преподавателям истории, общесознания Республики Коми. Центральная избирательная комиссия традиционно проводит олимпиаду по избирательному праву. И в последние 2 года выпускники, не выпускники, а обучающиеся наших образовательных организаций занимали первые места. Вот в прошлом году обучающаяся в Воркутинской школе 10-классница Зонова Анастасия победила на олимпиаде, проводимой Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. К сожалению, Анастасия покинула Республику Коми и обучается теперь в 11 классе, но уже в городе Москва. И на очередной олимпиаде будет представлять уже, соответственно, не Республику Коми, а город Москву. Но, тем не менее, вот еще раз хотел сказать спасибо. Все-таки достаточно большое внимание вы уделяете именно вот этому блоку, этому направлению. И очередной региональный этап олимпиады состоится 14 ноября. Мы будем его проводить на базе избирательной комиссии по системе видеоконференции. Те, кто в Сыктывкаре, выжили, они приедут к нам. А все остальные дети, которые заявились для участия, они будут участвовать, соответственно, в залах, оборудованных видеоконференц-связи в администрациях муниципальных районов и городских округов. Не все муниципальные районы и городские округа заявились, к сожалению. Но дело в том, что у Центральной избирательной комиссии Российской Федерации есть требования. Участниками этой олимпиады могут быть только призеры региональных олимпиад, именно в области права, в области избирательного права, обществознания. Но, видимо, не везде такие мероприятия проводятся. Но, тем не менее, охват у нас всегда хороший, результаты у нас всегда были хорошими. И, кроме того, впервые с этого года победители этой олимпиады получают право на поступление вне конкурса в Московскую юридическую государственную академию Кутафина. То есть это впервые. Да? И в дальнейшем это будет поддерживаться. И хотелось бы, чтобы вы это популяризовали и организовывали какие-то муниципальные олимпиады для того, чтобы можно было отбирать достойных ребят, и они достойно представляли бы Республику Коми на олимпиадах такого уровня. Результат у нас действительно хороший. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто принимает участие в подготовке наших конкурсантов. А теперь, да, действительно, может, если есть какие-то вопросы по нашим изданиям, по нашей деятельности, мы готовы ответить. Может быть, не взяли бы педагогов у ребят, которые пришли с учебных, с образовательных организаций? Ага, да, конечно. Олимпиада где будет? 14 ноября, поскольку 15:00 Сыктывкар, Эжва, приезжают в избирательную комиссию Республики Коми, и на нашей площадке дети, там участвуют. Куда? Коммунистическая 8, здание Государственного совета Республики Коми. Там мы будем, по крайней мере, принимать тех, кто с города и с Эжва, а все остальные в администрациях муниципальных образований, городских округов, районов. Там есть конференц-залы, куда приходят участники конкурса и под видеокамеру, для того, чтобы мы могли тоже со стороны наблюдать за тем, как осуществляется этот процесс, и выполняют задания.
Соответственно, те, кто побеждает в региональном этапе, мы подаем материалы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, и дальше уже идет оттуда приглашение. Единственное, что с этого года поездка туда и обратно, и проживание там оплачивается за счет либо самого конкурсанта, его родителей, да, либо той организации, которая будет соответствующего участника направлять. Мы обратились в Министерство образования Республики Коми, да, и они, ну, по крайней мере, пообещали постараться изыскать денежные средства для того, чтобы наших представителей Республики Коми можно было бы за счет этих средств отправить в город Москва для участия в Олимпиаде. Пока, к сожалению, я вам не могу сказать, что вопрос решен положительно, но он прорабатывается. Какие-то еще вопросы? Можно? Просто, да, проводя урок именно по этой методичке, как бы все равно, ну, суть теории, интересно было бы детям посетить именно избирательную комиссию. Можно ли договориться с вами лично, да, и Безусловно, вот, любой интерес с вашей стороны, да, интересен для нас, поэтому любое ваше предложение, конечно же, мы все организуем. Проведем экскурсию. Проведем игру, проведем лекцию, проведем игру-викторину. Даже, может быть, организуем возможность посидеть в здании, в зале Государственного совета Республики Коми, в том числе на кресле председателя. У нас такая практика тоже была. Еще вопрос есть? Пожелания, предложения? Ну, самое главное, вот не забывайте, что мы есть, да, и мы вот всегда открыты для любых ваших предложений, обсуждений и так далее. Действительно, если бы вы там собирались у нас, было бы очень хорошо, если вам это интересно. То есть мы со своей стороны абсолютно открыты в этом направлении и готовы в том числе при вашем участии продолжать нашу издательскую деятельность, потому что мы тоже не хотим замыкаться в себе, вы все-таки работаете непосредственно с молодежью, со школьниками, и во многом, безусловно, именно вам виднее, что там должно содержаться и как это подавать. Мы, к сожалению, вот несколько удалились уже, да, от непосредственного контакта именно со школьниками. Поэтому вот именно ваша помощь была бы очень рада. Вообще мы всегда рады тому, когда педагоги предлагают свои инициативы, предлагают какие-то методические разработки, участвуют в конкурсах, которые проводим мы и Центральная избирательная комиссия. Мы рады, когда педагоги направляют своих детей на ту же конференцию «Отечество, земля, Коми». У нас там есть целая подсекция по истории выборов. Ребят мы всегда награждаем, никогда никого не обижаем. Мы всегда очень рады, все работы собираем. И вот спустя уже 10 лет, получается, да, как мы там участвуем, мы издали уже сейчас целый сборник, издали печатный. Для ребят, мне кажется, для школьников это очень большой плюс к их вообще деятельности. Педагогам тоже большой плюс. Это очень приятно, когда есть публикации уже, пока ты еще учишься в школе. Ну и публичные выступления и навыки исследовательской деятельности. И сами педагоги, когда предлагают какие-то материалы по истории, мы всегда это используем, мы все это накопим, и также можно будет рассмотреть на будущую возможность собрать это либо в электронный вариант некого издания, либо по возможности публиковать, продолжать нашу серию, ту же историческую, да, мы закончили 5-17, 17-37. Следующая книга у нас с 80, не помню, с 89-го. С 89 года. То есть у нас этап исторический по истории выборов с 37 по 89 пока нет таких книжечек. Вот, поэтому будем тоже очень рады. Вы заходите на сайт избирком.ру, находите, с кем хотите пообщаться, да, можете через приемную, можете в отдел по повышению правовой культуры, взаимодействия с политическими партиями и средствами массовой информации. Мы всегда вас ориентируем, всегда поможем. Вообще мы очень часто выходим в школы по приглашению, либо сами звоним и предлагаем, что мы можем провести. Нам это очень интересно. Провести как уроки, как лекции, так и любые другие мероприятия. Да, Саша? А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что выезжаете в школу. Как можно к вам обратиться? Телефон, контакты? 20 19 42. Спасибо. На сайте Кирушева Ольга Николаевна. Прямо звоните, мы с вами договариваемся, когда вам что интересно, какие у вас ребята, какая школа вам интересна. Мы проводили мероприятия и на базе Национальной библиотеки Республики Коми, причем со всеми малявочками.
Там были первые, вторые классы, летом проводили игру по выборам, всем очень понравилось. То есть у нас тоже такой диапазон, и целевая аудитория довольно разная. Вот совсем маленьких ребят, которые мы можем и масочки одеть, и поиграть, им очень нравится выступать и рассказывать про предвыборную агитацию, читать материалы, которые мы предложили, и голосовать. Мы обязательно принесем ящичек переносной стационарный для голосования, принесем шапочку, напечатаем бюллетени. То есть все будет наиболее максимально приближено к процедуре голосования, к дню голосования. А вот нет, она не приобретается, она презентуется. То есть вот здесь мы принесли издания, которые выпущены нами. Эти издания мы принесли для вас. Если у вас есть необходимость, потребность и желание, вы можете все, что здесь лежит, там будущие избирательные разработки и наши издания предыдущие, они есть. Вы можете их себе взять, можно подойти сюда, Дмитрий Ильич вам оставит автограф, если вам это интересно, да. Поэтому мы будем очень рады. Мы это все принесли для вас, мы работаем для вас. Ну и тогда еще одно объявление. Вот Центральная избирательная комиссия Российской Федерации ежегодно проводит конкурс уже вот в котором могут участвовать, в частности, молодые преподаватели, да, вот, истории, общесознания. А конкурс очень представительный. Там в том числе принимаются к рассмотрению методические разработки в области избирательного права. Мы регулярно доводим эту информацию через Министерство образования Республики Коми. Не знаю, может быть, не до всех она спускается вниз. Но имейте в виду, что конкурс действительно очень интересный. Кроме публикаций, да, которые будут рецензируемы в уважаемых изданиях, еще и денежные премии очень высокие. Но, правда, ограничения по возрасту до 30 лет и никоим образом не связаны с избирательной системой. То есть ни члены избирательных комиссий. Что мне делать, мне 35 лет, хочу поучаствовать? Ну вот, Наталья Евгеньевна, обратитесь, если сейчас еще время есть в этом году. Там и темы, ну там перечень жестко определенных тем, там не совсем можно, да. Ну а так... Как раз у вас книжечка здесь до 1937 года, у меня как раз была похожая курсовая работа по этой теме. До 37-го или после? До. У меня был как раз переходный этап от земств, как раз вот к советам. Переходная форма. Именно этот период как раз очень является самым интересным. Как осуществлялся. И там земства сохранялись очень долгий период времени. Это играет весьма. Но главное, чтобы вот ваше направление попало в темы, которые утверждены ЦИКом. Я там говорю, там они достаточно жесткий набор, там нельзя предлагать свои. Вот в чем вопрос. Но там очень широкий спектр разброса, вот, особенно методические пособия по преподаванию там, избирательного права, это вообще приветствуется и очень хорошо это воспринимается. Можно даже наработанный вами материал сделать не просто как историческое исследование, да, если оно у вас таким является, а как методический материал переработать соответствующим образом. То есть тут надо подстроиться под ту тематику, которая предлагается Центральной избирательной комиссией. Ну, все мы педагоги, да, мы хорошо, я думаю, умеем это делать. Вот. А по поводу того, как с нами связаться, еще раз, 2019-42, сайт избирательной комиссии Республики Коми, там все наши контакты есть. Мы всегда рады, всегда ответим. И еще у нас вот такой вопрос. Мы, когда организовывали эту презентацию, столкнулись с тем, что как вас сюда пригласить к нам, да? Мы разослали письмо в управление образования, Министерство образования, чтобы нам помогли и с онлайн-трансляцией, чтобы людей в районах уведомить, чтобы пригласили вас. Вот как вы узнали о нашем мероприятии? Дошли ли до вас письма управления образования? Дошли? Дошли. Хорошо. Вот. Я настоятельно рекомендовал наша администрация, чтобы мы вас посетили. Настоятельно рекомендовали, да? Вы только поэтому пришли. Я тоже так думаю. Ну, хотя бы. Ага, то есть на будущее нам таким образом через управление образования вас уведомлять о каких-то мероприятиях, которые мы проводим, что касается образования, правильно? Можно через электронный журнал рассылать информацию, информационное письмо по школу. Каким образом? Также, опять же, через управление. Управление образования. Напрямую просто можно, вы отсылаете письмо на школу, они также отсылают учителя. И все. Ну, то есть на нас конкретно каждой школе высылать письмо. Понятно? Проще. И я знаю, что есть еще методическое общество, преподаватель истории общества знания. Вот я еще тоже вышла, получается, да, и вот таким образом попробовали тоже вас уведомить и пригласить на нашу презентацию. Просто у нас Вагнерова, и одно XМО есть очень городское, а есть ВВЖ. Ага. Там и там надо. Да. Хорошо.
Ну и в преддверии выборов президента Российской Федерации мы впервые попытались организовать и провести мероприятие, когда действительно, у нас намерение было пригласить всех учителей, которые преподают историю обществознания, и рассказать им о выборах для того, чтобы они могли транслировать это там. Но, к сожалению, посещаемость была не очень высокая. Но, тем не менее, мы не отказываемся от этой идеи. А в преддверии выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми в следующем году мы, скорее всего, организуем опять подобного рода мероприятия. Только единственное, что время года не очень удачное, по большому счету. Ну, что-нибудь придумаем. Выборы президента были в марте, там было проще собрать, а сейчас сентябрь. А летом, вряд ли кто-то будет на месте. Да, это тоже проблема большая. Вот спрошу еще у вас, вы получили ту информацию, за которой пришли сегодня сюда? Или что-то еще мы можем вам сказать, что-то еще ответим, что-то скажем? Да, скажите, пожалуйста, когда вот эти ваши конкурсы проходят? В какой период времени происходит? Конкурсы вы имеете в виду вообще в целом или какие-то определенные? Какие-то, по тематике Вообще. избирательного права, да, то, что по истории. Они, Конференции ваши. так, какие? У нас их на самом деле для педагогов, для детей, которые мы для педагогов. И для детей. Хорошо, вот допустим, начинаем с статической земля Коми, которая вам всем известна, она, насколько помню, проходит в конце января, в начале февраля. Но заявки уже, наверное, принимаются. Сейчас в ноябре будет конференция «Олимпиада». Она тоже по аналогии Отечественной земля Коми, это туристско-краеведческое движение. Она будет 27 ноября. По-моему, заявки уже, не знаю, может, закончился прием заявок, может, нет, не могу сказать. Это проводим не мы, это проводит организатор главный, это Министерство образования, а мы как соорганизаторы именно своей подсекции по истории выборов. Что касается остальных, да, Наталья. Уважаемые коллеги, извините. Спасибо за вопрос. Мы в свое время проводили конкурсы конкретно для учителей, но столкнулись с такой проблемой, решили от нее отказаться. Вам не хватает времени изучить законодательство. Законодательство меняется практически, я не знаю, каждые 3 месяца, наверное. Поэтому мы понимаем, что требовать от вас каких-то таких конкурсных работ мы не вправе, пока мы этот конкурс приостановили. Поэтому избирательная комиссия, личная избирательная комиссия никаких конкурсов для педагогов не проводит, для детей не проводит. Более того, это связано еще с финансированием. Мы не имеем права сейчас выплачивать денежные премии. А это ваш труд, он должен быть оплачен, это все понимаем. Проводит конкурсы, как уже сказала, либо мы делаем подсекции то, что проводит Министерство образования, проводит конкурсы Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Вот на сегодняшний день у нее 2 конкурса. Первый – это для людей моложе 35 лет. Вот вы говорили, вам 35, вам уже нельзя, там конкретно моложе 35, к сожалению. Но кто заинтересует, сайт sbercom.ru, внизу есть конкурс «Атмосфера». В поисковике набирайте конкурс ЦИК России «Атмосфера». Посылаются заявки в электронном виде, ничего там распечатывать не надо. Несколько номинаций, главная номинация, первая номинация 100 000 рублей. Вот. Ну, это как бы... Плюс публикация. Плюс публикация, если кому-то интересно. Вот. А вам 36 когда будет? Мне будет 35 декабря. Вы еще успеваете. Вот, сегодня же направляйте, да, посмотрите, пожалуйста, конкурс «Атмосфера» называется. Да, на нашем сайте есть переход, либо в поисковике вы сразу туда выйдете. Этот конкурс проводится примерно с конца октября до, по-моему, до конца января, до конца февраля принимаются работы, потом собирается Центральная избирательная комиссия, принимается решение. То есть она проходит ежегодно. Для 9, 10, 11 классов интернет-олимпиада, которая региональный этап у нас пройдет 14 ноября. Но она уже не совсем интернет, она уже совсем даже не интернет. Да, она уже совсем не интернет, это Российская олимпиада. Вот, она проводится для ребят сначала для 11 класса, потом для 10-11, теперь вот для 9, 10, 11 классов. И получается ноябрь, декабрь, январь. И в конце января, в начале февраля победители регионального этапа, они отправятся в Москву. К сожалению, как уже сказали, за свой счет, если не получится у нас с Министерством образования. Ну, в общем-то, тоже можно ознакомиться на нашем сайте с этим конкурсом. В этом конкурсе есть какие-то, кто победит в этом конкурсе в Олимпиаде у школьников, есть дополнительные баллы при поступлении в университет Удачина московский. Но надо сказать, что там такие условия, не знаю, там вообще надо по каждому экзамену занять не менее, получить не менее 78 баллов, то есть там такие условия, знаете, ну, в общем-то, надо взвесить за и против,
для участия в этом. Ну, участие оно в любом случае не повредит, это Да, в любом да. случае портфолио, победа, диплом, оно все равно учитывается во многих Можно было бы вузах. договориться, чтобы и нашу СГУ как-то тоже можно было бы оттолкнуть. У нас был такой проект, зачетный выбор назывался, совместно с Юрганом в прямом эфире, вот когда вопросы задавали, да, тогда была возможность, сейчас просто нет бюджетных мест, которые Сейчас работают. нет бюджетных мест, мы обязаны по новому законодательству, если от нас идет человек в СГУ, то мы обязаны взять его на работу. И здесь идет столкновение законодательств. Мы не можем просто так взять человека, даже победителя к нам на работу, потому что это государственная служба. То есть тут идет разрез, ну, как это, не мне вам рассказывать. Вот а вообще мы, правда, приглашаем в гости. Знаете, детям очень нравится у нас. Ну, колосу, там, комплекс обработки избирательных бюллетеней. Знаете, дети всегда задают на уроках один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, почему у нас никогда на выборах нет выборов? Это вопрос к избирательной комиссии? Нет, это вопрос всегда мне. Я не могу им ответить, не знаю, что сказать. Они меня так обескураживают. Вы знаете, в чем дело? Когда мне задают такой вопрос, я говорю, ребята, вы сидите, да, вот вы задаете мне вопрос, вы такой умный, вы такой, ну, там, замечательный, такой, почему вы не идете? Вы пойдете кандидатом. Почему умные, хорошие, замечательные люди не хотят быть кандидатом? Как только это выбор наш, мы сами решим для себя, что я такая хорошая, Наталья Евгеньевна Макарова, и я пойду в кандидат, и я захочу что-то изменить, вот как только я для себя этот выбор сделаю, тогда выбор будет. Все зависит от нас самих. Видите, я могу на это вам что сказать. Если вы вспомните, как раз когда при Сталине произошла чистка партии, и выдвинули новый кадр, лозунг появляется, вот, кадры решают все. Все образованные кадры были стерты, а набрали кого? Набрали необученных крестьян, набрали лапотников. Мы, например, возьмем такой пример, как Никита Сергеевич Хрущев, который до конца жизни образования-то, собственно говоря, не получил. Если такие люди могут пробиться, то твоя инициатива ничего не решит. Все, по большому счету, думают именно так. Ну, к сожалению, я думаю, что, вы знаете, я думаю, что это стереотип. Я общаюсь очень много со школьниками, я общаюсь очень много со студентами, вот тоже ребята, думаю, меня поддерживают, что это классно у нас, ребята, замечательно. Есть хорошие люди. Нельзя говорить о том, знаете, у нас молодежь не голосует, да голосует у нас молодежь, отлично у нас голосует молодежь. Вот, то есть мы навязываем стереотипность мышления, и детям уже, вот вам дети задают вопрос, у них тоже есть стереотипность мышления. В смысле нет выбора? Они что, уже ходили на выборы, они уже знают, они знакомятся с кандидатами, не знакомятся с его программами партии. Нет, они услышали на кухне, да нет выбора, и вот сейчас они толтычат вслед за взрослыми. Вот и все. Вот надо менять эту, вот эту стереотипность мышления, надо менять. И мы пытаемся это делать. Ну, почему? Поддержите. Можно я сейчас? Вот как раз для этого мы приглашаем ребят к себе, что мы, как организаторы выборов непосредственно, мы им покажем, как это все происходит. Мы покажем тем, кто постарше, как строить свою партию, как продвигать себя, как происходит процедура голосования. Либо они приходят к нам, либо мы приходим к ним, мы с ними работаем. И у них потом, мне кажется, у многих меняется даже отношение к теме. Ну, конечно, приходите, мы будем очень рады. Значит, все вы равны. Ну, это правда. А потом, вы знаете, лучше один раз увидеть. Вот вы будете избирательное право да, для своих ребят, да, или у вас там урок по избирательному праву. Приходите к нам и расскажем. Расскажем, покажем, дадим еще какие-то, мне кажется. Вообще любой поход с детьми. Это хорошая идея об организации мероприятий. Да, конечно. Ну, еще можно сказать, что в ближайшее время все-таки будут приняты законы, которые увеличат конкурентность выборов. Будет снижен муниципальный фильтр, который блокирует действительно возможность участия многим кандидатам на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Снизит объем подписей, которые необходимо собирать в поддержку выдвижения кандидатов. Это, безусловно, скажется положительно на именно конкурентности, на альтернативности. И чаще будет, по крайней мере, возникать ситуация, когда выбор будет реальным, и это будет интересно. Ну и кроме того, сами школьники, пока в настоящий момент до достижения 21 года, они не могут выдвигать свои кандидатуры на государственные должности, на должности депутатов государственных советов, субъектов Российской Федерации. Надо начинать, с муниципального уровня. Вот поселение, в котором ты живешь. Почему 18 лет. 18 лет, иди и пробуй. Вчера промелькнула новость на РИА Новости. Жена Пескова, уважаемого главы администрации, порекомендовала фигуристке Загитовой пройти депутата. Пока мы будем думать, и вопросы будут наши решать фигуристы и артисты, это они грамотные люди.
У нас в стране... Слушайте, может, она очень грамотный человек, потому что у нее глаза в образовании досконально. Мы же с вами не знаем, что уж не знаем. Это тоже стереотип. Как можно учиться и кататься в службе на коньках? Это нереально. Гениальные. Люди гениальные, талантливые во всем. Так что мы... Ну а проблемы есть, действительно, проблемы есть в законодательстве, в реализации законодательства. И не надо их бояться, надо о них говорить и обсуждать. И чем более откровенны мы будем с нашими детьми, да, я думаю, тем они будут лучше относиться к тому, что происходит. То есть мы не можем сказать, что у нас все идеально. У нас не идеально, у нас далеко до идеала. Безусловно. Куда ни копни, а в области избирательного права есть проблемы, которые в настоящий момент не решены. Но надо отдать должное вот действующему составу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, что за 5 лет, которые вот они возглавляют эту систему, они сделали достаточно много, в том числе и с точки зрения содержания закона и внедрения новых технологий голосования, ну имеется в виду комплекс обработки избирательного бюллетеня, голосование там, где вам хочется там, и так далее. То есть ну, достаточно много положительного было сделано за это время. Но надо иметь в виду, что это только последние 5 лет, да, в предыдущие 15 лет, к сожалению, господствовала идеология везде, да, не ходи на выборы, потому что толку нет, потому что все решено. И это действительно впиталось в целое поколение нашей страны, к сожалению. И заменить это чем-то очень сложно. Должно еще исчезнуть, изменить такое понятие, как кремлевский кандидат. А он всегда будет. Суть-то ведь не в наличии или отсутствии кремлевского кандидата, а суть-то в том, а может ли кто-то ему противостоять. Правильно? Да, еще должно исчезнуть такое чудо, как произошло на выборах президента, когда Ельцин баллотировался во 2-й раз. Теперь мы знаем, что бюллетень не исчезнут. Зюганов победил. Но мы знаем это, опять же, только на уровне слухов, да? А мы можем верить или не верить. Зюганов согласился с поражением, он не подавал в суд, не обращался, не защищал свое пассивное избирательное право. Ну, тоже же факт, правильно? Да, факт. Поэтому... Бюллетени исчезли за... Ну, не все. стереотипы и огульное размышление. Коллеги? Спасибо вам. Вам спасибо.